Есть у меня ощущение, что что-то в нашем царстве-государстве пошло не так. Не сегодня, конечно. Возможно, даже очень давно. Возможно, даже в прошлом столетии. Но в своем предельно сжатом монологе я не стану исследовать причины этого сбоя, а остановлюсь только на одном очевидном несоответствии между двумя уровнями – заработка и жизни. Не увидеть этого несоответствия невозможно. Оно бросается в глаза. Потому что вот она, заработная плата размером 10-15 тысяч рублей, а иногда и того меньше. А вот они, скромные дворцы. Транспорт – роскошь, а не средство передвижения, недвижимость за пределами страны, обеды и ужины в дорогих ресторанах и столы, которые ломятся от изысканных заморских деликатесов. Мы так привыкли ко всему этому богатству, которое удивляет многих весьма небедных людей, посещающих нашу страну, что даже не замечаем, как цинично на фоне дорогих аксессуаров выглядят разговоры о тяжелой жизни, высоких ценах и низкой зарплате. Вот она, дама в норковом палантине и господин с зарплатой в стоимость одного колеса на своем лимузине публично переживают о своем обнищавшем народе, о стране, в которой невозможно прожить на 10-15 тысяч рублей. А вот они, чиновники всех видов, от сбежавшего экс-президента, зачем-то выдвинутого по 3 округам, до ничем не запомнившегося министра, депутаты всех уровней и созывов и временно безработные. Все выстроились в стройные ряды кандидатов. Они намерены потратить на выборы в парламент столько, сколько не заработать в нем за все 5 лет. Их вклад в выборы сопоставим с бюджетами государственных фондов. На деньги, потраченные на выборы, каждый из них мог бы содержать школу в своем селе и с лихвой оплатить НДС на все ввозимые в страну товары. Но сегодня и сейчас на наших глазах происходит самое главное чудо. Идет процесс превращения человеков в кандидаты. Это очень загадочный период, когда вскрываются самые скрытые резервы и раскрываются лучшие черты характера. Метаморфозы, происходящие на наших глазах, просто обескураживают. Неиссякаемая жертвенная любовь к стране и сострадание к людям не знают границ. Благотворительность бьет ключом. Они все простые и понятные. Они готовы взять лопату и засыпать гравием яму на своем округе, поговорить о жизни и о политике с простыми людьми. Они знают, как просто сделать страну богатой и процветающей, обеспечить пенсионерам достойную старость, поднять уровень медицины и образования, объединить необъединимое, совместить несовместимое, соединить несоединимое. Все очень просто. И беда только в том, что их, таких толковых и умных, все еще нет во власти. А если когда и были, то им просто не дали проявить себя. Конечно, выборы – это мифы, которыми кандидаты кормят доверчивых избирателей. Уже завтра станет очевидно, что большая часть избранников шла в парламент за депутатской неприкосновенностью, привилегиями и льготами. И чтобы не стряхивать еще 5 лет лапшу с собственных ушей, надо понять, что от нас зависит очень многое. Из всей массы претендентов, которые устроили из выборов цирковое представление, выбрать не лучшего из худших, а лучшего из лучших. Нам нужны депутаты, которые будут думать о стране, а не лоббировать в парламенте свои коммерческие и политические интересы. Не хотите? Тогда надо смириться с тем, что в нашем царстве-государстве все по-прежнему будет идти как-то не так.